Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял генерального секретаря ОБСЕ. При СППТ запущен проектный центр предпринимателей Туркменистана. В Ашхабаде стартовала 4-я открытая международная олимпиада по математике и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгу Шмидт. В ходе беседы стороны подтвердили стремление к активному взаимодействию в интересах региональной и глобальной безопасности. Нейтральный Туркменистан привержен тесному партнерству с ОБСЕ в противодействии современным вызовам. Перспективным направлением сотрудничества названа энергетическая сфера. Отмечена также целесообразность наращивания партнерства в транспортном секторе. При Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана начал функционировать проектный центр предпринимателей, нацеленный на поддержку бизнес-инициатив в стране. В новом центре будут оказывать комплексные услуги предпринимателям, юридическим лицам и гражданам. Проектный центр предоставит организационно-правовую, финансово-экономическую и экологическую экспертизу предпринимательских проектов. В Международном университете гуманитарных наук и развития Туркменистана начала свою работу 4-я открытая международная олимпиада по математике. Это масштабное событие объединило талантливых студентов из более чем 50 ведущих университетов мира, включая учебные заведения из России, Узбекистана, Китая, Болгарии, Испании, Саудовской Аравии и Индонезии. Олимпиада проводится на 2 языках – туркменском и английском. В течение 5-дневного марафона запланированы не только интеллектуальные состязания, но и разнообразные культурные мероприятия для иностранных гостей. Туркменские студенты, обучающиеся в Татарстане, приняли участие в 5-м республиканском фестивале родного языка для школьников. Мастер-класс по туркменской национальной культуре был проведен в Шамарданском лицее «Рост» Сабинского муниципального района Татарстана. Туркменские студенты рассказали школьникам о своей родной стране, показали, как плести туркменские национальные обереги от сглаза «Аладжа», познакомили ребят со звучанием дутара. В рамках широкомасштабной модернизации национальной системы связи агентства «Туркменсвязь» и АОЗТ «Алтынасыр» осуществляют плановую работу по обеспечению населения Туркменистана качественными услугами связи и интернета. В настоящее время по всей стране поэтапно вводятся в эксплуатацию передающие и приемные устройства, работающие в сети 4G. В частности, были проведены работы по установке устройств 4G в Ахалском, Дашогузском, Марийском и Либабском вилаятах. В Ташкенте на Хумо-арена состоялся долгожданный концерт популярного исполнителя Джонни. Зрители с нетерпением ждали встречи с любимым артистом. Концертная программа Джонни была насыщенной и разнообразной. Он исполнил свои самые популярные хиты, такие как «Аллея», «Ты беспощадна», «Комета», «Лали», «Звезда», а также несколько новых песен. Джонни обрадовал слушателей дуэтом с артистом родом из Узбекистана Гафуром. Музыканты исполнили совместный громкий хит 2020 года «Lollipop». К слову, на этом приятности для поклонников не закончились. Звезды решили спеть узбекскую песню «Хай Йор-Йор». Британское архитектурное бюро Foster Plus Partners стало частью амбициозного проекта по возведению в столице Саудовской Аравии небоскреба, который станет высочайшим в мире. Высота здания составит 2000 метров, что значительно выше 800-208-метровой башни Бурдж-Халифа в Дубае. Небоскреб будет построен недалеко от международного аэропорта имени короля Халида, примерно в 35 километрах от центра Эр-Рияда. Аркадак закончил подготовку к старту нового сезона чемпионата Туркменистана 2024 по футболу, который проводил в Турции и ОАЭ. В заключительном матче сбора в Абу-Даби подопечные главного тренера Владимира Байрамова провели матч с дубайским клубом Regional Sports, в котором победили со счетом 4-2. Первый матч чемпионата Туркменистана 2024 Аркадак проведет 7 марта дома против вице-чемпиона Алтынасыра. 34 медали завоевали туркменские спортсмены на состоявшемся в Куала-Лумпуре международном открытом чемпионате по неолимпийской версии тхэквондо ITF. Соревнования собрали около 1500 тэквондистов из 11 стран, которые состязались в формальных упражнениях и поединках. И тем отраднее успех атлетов, завоевавших 19 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. Французский ПСЖ со счетом 2-1 на выезде обыграл испанский Реал Сосьедад в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, обеспечив себе выход в четвертьфинал турнира. Оба мяча в составе победителей забил Килиан Мбаппе. Вторым четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала Бавария.
В ответном матче 1/8 финала команда из Мюнхена разгромила итальянский Лацио со счетом 3-0. Дублем отметился Гарри Кейн, еще один гол на счету Томаса Мюллера. Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.